В селе Керас Кировского района всем миром восстанавливают храм. Каменная церковь в честь Вознесения Господня была построена еще до революции. Долгое время там располагался клуб. В 2015-м строение пострадало от пожара. Спустя 3 года настоятель храма соседнего поселка Урьёль Сергий Минин вместе с прихожанами решился восстановить разрушенную святыню. Елена Кононова продолжит. Разрушенный храм в селе Керас начинает свое преображение. Вместо сгоревшей крыши появилась новая кровля из профнастила. Активисты за лето здесь сделали перекрытие стропила. На сегодня главная задача – защитить строение от дождей и снега. Внутри храма пока хаос. Пустые оконные рамы, на месте пола кустарники. Закопченные стены еще помнят пожар, который случился здесь 5 лет назад. Моя мама рассказывала, перед как сгореть этот храм, клуб сгорел, моей матери снился сон, как бы над клубом огненный крест, во сне она видела. Потом уже мне рассказывала после уже пожара. К восстановительным работам приступили еще в 18-м. Тогда экстренно закрыли свод, чтобы защитить от разрушения. Иначе возродить церковь было бы проблематично. Зачинщиком благого дела выступил отец Сергий, настоятель храма из соседнего поселка. Люди активно вносили пожертвования, но рабочих рук не хватало. Сначала один человек, прихожанин, буквально разгреб все завалы после разрушения храма, а затем и присоединилось несколько человек. Господь привел их, и даже один человек благодаря снам своим увидел волю Божию. И вот сейчас уже половина кровли выполнена, и скоро будет завершаться вторая половина кровли. То есть дело идет, есть пожертвования, но, конечно, этого недостаточно. Работы в храме непочатый край. Надо сделать потолок, полы, внутреннюю отделку, установить окна, двери, провести тепло. Активисты настроены по-боевому. За зиму местный столяр-плотник обещает сделать рамы. Жители говорят, их долг восстановить и сохранить то, что было построено руками их предков, вернуть былое величие святыни, каким он был в 20-е годы. Тогда в церкви служил священником Ардалион Попов. Его судьба, как тогда у многих священнослужителей, трагична. Оказывается, он служил в церкви в селе Керас, вот в этой самой церкви. И в 1927 году, 28 июня, его задержали. За что? Первое. За то, что в 26-м, очень засушливом году, он организовал, крестный ход с просьбой дать дождь. Задают вопрос, как долго просуществует советская власть? Этого я не могу сказать, но всякая власть от Бога, так ответил дядя. Но в любом случае, ему дали 3 года ссылки, и об этом тоже есть документ у меня, что отправляют его в Казахстан, затем он попадает в город Туркестан. Известно, что из Казахстана его перевели в Вологодскую область. Домой вернуться, конечно же, не разрешили. В 42-м его не стало. И вот спустя много десятилетий в село Керас снова возвращается вера. Сельчане не сомневаются, с восстановлением церкви жизнь у них переменится к лучшему. Есть и реальные примеры, когда человек, потянувшись к вере, бросал пить. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал Юрган.